Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. В этом году в сентябре состоятся выборы главы региона, депутатов в Государственное собрание Илтумен, Якутскую городскую думу, глав и депутатов органов местного самоуправления. Сегодня гость в нашей студии Гавриил Парахин, лидер Якутского регионального отделения Либерально-демократической партии России. Гавриил Павлович, здравствуйте. Здравствуйте, Валерия. Какой круг вопросов, наиболее важных для вашей партии, вы сегодня хотели бы обозначить? Спасибо, что позвали в очередной раз. Хотелось бы, конечно, маленько другое время прямого эфира, ближе к вечеру, когда люди пришли после работы посмотреть. Но, к сожалению, так получается. Я думаю, в дальнейшем вы, может быть, поменяете ситуацию. Ну а проблемы мы каждый день видим их, выходя сегодня на улицу, ведя ребенка в школу, забирая его со спортзала, если так получается. То есть сегодня, я думаю, самое главное — это наши дети, наша молодежь. Если мы не обратим внимания на жизнь и вообще движение нашего подрастающего поколения, начиная с детского сада и заканчивая институтом, и, естественно, дать ему возможность трудоустроиться, то у нас ничего не получится. Будущее республики у нас вообще никакого не будет отсутствовать. Поэтому, к сожалению, сегодня ситуация, думаю, не очень хорошая, поэтому население мы до сих пор в республике Саха-Якутия не можем добиться миллиона, потому что большой отток идет, хотя у нас очень хорошая рождаемость и очень хорошая продолжительность жизни. Поэтому образование, спорт, здравоохранение, я думаю, что это те актуальные вещи, которые нужны сегодня и подрастающему поколению, и нашим пенсионерам, нашим бабушкам, дедушкам, которые сегодня с теми же молодыми ребятами и нянчатся. Давайте остановимся на вопросе образования. Какие ключевые вопросы как раз-таки волнуют вашу партию вот в этой теме? Но мы очень много уделяли последние годы вопросу образования, начиная с ЕГЭ, которое мы просили отменить, которое мы считаем себя изжило, которое дает возможность только детям не полностью себя реализовать, а именно в стрессовой ситуации они делают ошибки. И, к сожалению, сегодня ребенок, который пошел на ЕГЭ, зная один хорошо предмет и второй, не может на эти вопросы ответить правильно и грамотно только от того, что это он волнуется. И действительно ему говорят, если ты не сдашь, то будешь пересдавать только через год. Это тоже стресс для родителей, это тоже стресс для детей. И, конечно же, мы прежде всего просим, если уж не отменить ЕГЭ, то пересмотреть хотя бы пересдачу, чтобы это было как минимум в течение ближайших месяцев 2-3, после того, если вдруг ребенок ошибся, когда попал в такую стрессовую ситуацию, а не через год, разговаривая и думая о том, что целый год он должен быть там, думать, как готовиться в очередной раз, там, не знаю, чем-то себя занять и потерять те же самые навыки. Это очень важный момент, и, конечно же, мы за этим должны следить, и мы об этом говорим последние уже 7-8 лет. Ну вот я недавно коснулся, буквально на днях, питание. Тоже оно у нас, к сожалению, желает лучшего, потому что питание платное, неплатное, неважно какое, оно сегодня некачественное. Не те добропорядочные предприниматели, к сожалению, которые должны кормить наших детей, наше подрастающее поколение, не всегда четко работают и правильно осваивают, или назовем так, отрабатывают те деньги, которые выделяет государство. Это тоже очень важный момент. Мы провели, я не буду говорить сейчас, какие школы и техникумы, но питание желает лучшего. Конечно же, спорт. Это тоже очень важно, потому что сегодня, я уже не раз говорил об этом, что быстро возводимые спортзалы в шаговой доступности, небольшой площадью нужно давать предпринимателям, чтобы они могли осваивать эти территории, прилегающие к той же школе, по аренде земли, но им нужно поддержать, им дать возможность быстро оформить эту аренду земли и предложить недорогой кредит. И тогда будет у нас в каждом дворе, действительно, тем более у нас такие условия, что нам нужно все-таки крытые помещения, теплые помещения, это тоже очень важно. Ну и самая актуальная тема, к сожалению, у нас, строительство идет, и это радует по республике Саха-Якутия, в частности в городе Якутске, возводятся большие дома многоэтажные, но все видят, что школы не появляются возле этих домов, и хорошие места, красивый дом, но вокруг ни стоянок, ни парковок, ни детских площадок, ни тем более школ. Это очень важно. Нужно сегодня, мое мнение, нужно поддержать предпринимателей в сфере образования, которые готовы работать, которые готовы нести ответственность
перед родителями за качественное образование в детском частном саду. Частная школа, нужно давать возможности быстро оформлять эти документы. И действительно те торговые центры или те площади, которые сегодня строятся на первых этажах, остаются невостребованными на первых и вторых этажах. Нужно делать так, чтобы они могли спокойно переоформляться именно по назначению в образование. Пусть это будет там 10, 20, 100 человек, да, но это, я считаю, только так мы сможем решить проблему, потому что иначе город, который переполнен жителями улусов, да, которые сегодня к нам едут, почему? Потому что здесь можно проще найти работу, достойную там, зарплату, а тоже образование. В селах, к сожалению, сегодня все запущено, и не каждая деревня, не каждый улус сегодня готов предоставить качественное образование, качественный подход к жилью и так далее и тому подобное. Ну, вы правы, действительно, вопрос образования – это не только время, когда ребенок находится в школе и учится. Это еще и питание, спорт и так далее. Вы много внимания уделяете этим вопросам. Но хотелось бы спросить, а вы лично занимаетесь спортом? Да, конечно, кстати, сегодня в полвосьмого пойду в спортзал. К сожалению, состояние спортзалов тоже желает лучшего. Я сейчас обращаюсь вот в прямом эфире и говорю вам, что тоже спортзал «Дасун», который сегодня был построен, и такой хороший подарок был республике и городу Якутску в центре города, в парке, просто внутри уже разрушен. Да? И, естественно, сегодня там нормально не раздеться нельзя, не пробежать нормально, футбол не поиграешь качественно, потому что поле прямо изрытое. И, естественно, ни освещения качественного, ни качественного обслуживания, ни вот этих вещей, которые связаны просто с гигиеной, они отсутствует. Такое впечатление, что нету просто хозяина, тем более в центре города. И спортзалы, естественно, вообще все, что связано с спортом, а я сам 10 лет занимался боксом, сегодня являюсь президентом Федерации бокса города Якутска, поддерживаю молодежь, поддерживаю наш вид спорта. Я считаю, бокс и все виды спорта, которые связаны с единоборством, это очень важно сегодня для подготовки нашего подрастающего поколения. Сегодня СВО показывает, что подготовка наших военнослужащих желает лучшего. Мы действительно должны обращать на это внимание, потому что мы никогда не сможем победить на этих действиях боевых, да, быстро и качественно, пока не будут у нас подготовлены в спортивной качестве, в спортивной подготовке наша подрастающая молодежь, которая действительно должна заниматься спортом, и ей было бы интересно в шаговой доступности, еще раз повторяю, к сожалению, сегодня и дорого заниматься спортом, и еще и очень далеко, хотя город у нас маленький, небольшой и компактный. Да. Но насколько якутское отделение ЛДПР активно в плане законотворчества в республике и на уровне Российской Федерации? Ну, я сам был 8 лет депутатом Государственного собрания ЛТУМЭН, был депутатом Государственной Думы. К сожалению, все наши пожелания, все наши законопроекты не всегда поддерживаются партией власти, они поддерживаются через год, через два и преподносятся уже как от партии власти. И мы радуемся, что все не хоть так. Естественно, простые вопросы с питанием, с аварийным жильем, с переселением, с поддержкой образования, все эти законопроекты, тот же ЕГЭ, вот оно сейчас опять лежит, да, на столе. И действительно, я думаю, что рано или поздно к этому придет, что нас услышат, и эти законопроекты будут внедряться и будут продвигать дальше. Потому что все, что мы не предлагаем, мы, естественно, это предлагаем изменения в законодательстве только на благо наших жителей, на благо наших детей, на благо наших родителей, на благо нашего многонационального населения. Как мы уже сказали, в сентябре пойдут обширные выборы, будут очень много кого избирать. Каковы ваши личные ожидания от нынешних выборов? Ну, у нас сегодня на данный момент, я считаю, очень хорошая, грамотная, насыщенная фракция в Государственном собрании ЛТУМЭН. У нас 4 депутата. У нас 70 депутатов районных советов, в районных советах, это по всей республике. И самое главное, конечно, депутаты нужны в любых улусах, и они должны быть 100% приносить пользу, но у нас очень большое количество наших депутатов это в промышленных, значимых районах, как Мирный, Нерюнгри, Алдан, Алекминск, Ленск. И, конечно же, там они работают на 100% грамотно, качественно и решают те поставленные задачи, которые я предлагаю, и Владимир Вольфович предлагал последние 20-30 лет. То есть у нас все равно в любом случае мы защищаем интересы наших жителей, мы, самое главное, в социально-экономическом развитии республики участвуем. Мы входим в Государственном собрании ЛТУМЭН во все комиссии. И сегодня, продвигая на уровне республики, на уровне страны поддержку
именно СВО. То есть у нас сегодня работают не только депутаты районных и городских советов и Илтумен, но и депутаты Государственной Думы очень плотно и грамотно сегодня работают на новых территориях, которые у нас присоединились к нашей многонациональной стране. И мы, конечно же, все сделаем для этой победы и как бы оказываем очень большую поддержку еженедельно, ежемесячно. Вот сейчас вот буквально 3 дня назад мы приобрели УАЗик и уже отправили его на территорию СВО. Да. Сегодня, к сожалению, техника вот такая малогабаритная, недорогая, она очень востребована там на тех территориях. И, конечно же, мы на это обращаем внимание. И сегодня наша задача скупить как можно больше у населения эту технику, которая там пусть даже 10-20-летняя, но мы их приводим в порядок и отправляем. Не говоря уже о тех вещах, связанных с продуктовыми наборами, это же поддержка семей СВО, которые сегодня происходят, наших партийцев, которые там находятся, и не только наших партийцев, и их окружение, и точечно туда, как по максимуму, помогаем и поддерживаем все действия, связанные с победой, которая должна, я думаю, в ближайшее время свершиться. Гавриил Павлович, мы обсудили уже с вами вопросы образования, на что ваша партия делает большие упоры. Ну а что помимо образования подрастающего поколения, что еще можете выделить, на что делается акцент? Конечно, здравоохранение. Оно тоже, к сожалению, сегодня называется так, бесплатное. На самом деле бесплатно сегодня ничего не получается быстро и качественно сделать. Это мы знаем абсолютно точно все. Если это бесплатно, это значит долго, это значит не всегда в то время, которое возможно попасть. Мы сейчас не говорим, как бы, там, вызвать врача и так далее. Тогда это обыденное все-таки. Мы всю жизнь были за бесплатное образование, и оно сегодня поддерживается государством. Бюджет громадный выделяется на это, да, но качество желает лучшего. И опять же в шаговой доступности, опять же мы говорим для детского здравоохранения, для то, что связано сегодня с зубными клиниками, они становятся все дороже и дороже. Бесплатно сегодня очень тяжело попасть, и как бы качественному врачу это тоже как бы, ну, я сам это проверял, я отец 3 детей, поэтому я понимаю, что такое сегодня здравоохранение, и они как бы вот в этой все, благодаря пандемии, благодаря вот этим боевым действиям, мы сегодня увидели все изъяны, которые есть вообще в системе здравоохранения. И, к сожалению, сегодня многие зарабатывают на этом горе, да, я имею в виду те люди, которые ответственны за лекарства, ответственны за какое-то оборудование, за строительство, да, и мы сегодня четко видим, что сегодня в каждой сфере нашего важных таких стратегических министерств, ведомств и руководств, да, люди находятся под следствием. И республика, к сожалению, одна из первых и в лидерах по именно вот таких коррупционных составляющих. Мы сейчас не будем перечислять фамилии или там дергать кого-то конкретно точечно. Да. Мы знаем одно, что сегодня в любой сфере, которая связана с здравоохранением, образованием, ЖКХ, вся эта проблематика, которая есть с аварийным переселением, с нацпроектами, очень много сегодня представителей Республики Саха-Якутия из руководства находятся не очень, так назовем, в хорошем смысле заключениях, да, там, где они должны на самом деле были бы, наоборот, приносить пользу и работать, они сегодня не могут это сделать, потому что они в местах не столь отдаленных. Поэтому действительно еще хотелось бы, самое, я думаю, главное, обратить внимание на нашу сегодня полицию, на органы внутренних дел, как они работают, да, потому что сегодня, да, и кадров и здесь не хватает, и мы это очевидно, что кадровый голод, он есть. Сегодня люди у нас уезжают и не боятся уезжать в центральную часть России, потому что зарплата у нас здесь не выше, чем там, поэтому не боятся. Сегодня квартиру можно продать, хорошую купить там, или в Краснодарском крае, или в Новосибирской области, или там в Подмосковье, в районе там Ленинградской области. Сегодня я считаю, что уделяется много внимания Дальнему Востоку, но, к сожалению, те миллиарды, которые озвучиваются, да, они не доходят по назначению. И доктор сельский, и учитель сельский, надо гораздо выше поднимать планку в плане привлечения кадров с центральной части России. Не миллион, не 3, а 5 миллионов, 10, чтобы они получили и могли купить хорошее, построить качественное жилье. Спасибо еще раз, что позвали. Спасибо большое, Гавриил Павлович, за то, что пришли, ответили на наши вопросы. Я вас благодарю. Если что, мы сейчас работали, конечно же, в прямом эфире, но всегда наши повторы передачи можно посмотреть на YouTube-канале. Спасибо. Спасибо. Я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.